и закрыл. Все, больше никого не было. Потом я сижу, думаю, слушай, блин, я вложил столько миллионов сюда. Закупил вот эти заготовки, помидоры, огурцы, я делал донеры. Думаю, газ на бертика, надо что-то делать. Раз клиент не идет ко мне, то мне надо пойти к клиенту. А у меня базар был рядом, зеленый рынок на Кустанае. Кто был в Кустанае, у меня на Нижней Оптовке было кафе. Я беру халат, папочку, колбасу одеваю, потом беру такой чемоданчик, делаю донеры и иду на базар. И говорю, продаю донеры, продаю донеры. Потом сам себе говорю, блин, если я сейчас буду тихо говорить, меня же никто не слышит. А там же кричат же там. Мне надо громче говорить, мне же семью кормить же надо. Мне же деньги зарабатывать надо. Я, преодолев свой страх, продаю донеры. Вот так я ходил по базару. И кто-то, эй, Балам, Геш, что там продаешь? Я говорю, донеры, почем? 400 тенге. А что так дорого? Везде 300, у тебя 400. Вот здесь 300, вот там у меня, 400, вот такие большие. Ну давай. 20 штук я продал. Прибежал, еще взял, еще продал. Через полгода со всех районов ко мне приезжали в это кафе. Через 2 года я приехал уже в сетевом бизнесе. Рассказывал о приложении, дисконтной программе. И мне администратор турецкого кафе на Верхней Оптовке говорит, ты знаешь, на Нижней Оптовке было кафе, до сих пор базарские вспоминают, ох, какие были донеры, еще их здесь никто не переплюнул. Я ей говорю, это я говорю. Это у меня такая была года, что у меня спустя 2 года люди вспоминают о моем кафе, о моих донерах. Поэтому, кто говорит, что я не умею, я не знаю, научитесь, сломайте себя. Это ваша жизнь, она только одна. Вот, посвятите этой компании 1 год. Не надо здесь 40 лет, как мой отец работал на железной дороге. 40 лет проработал, пенсия 120 тысяч тенге. Квартиру продал 2 миллиона. И 2 миллиона он накопил, 4 миллиона. За 4 миллиона что вы здесь купите? Я не знаю, как здесь, но в Астане точно ничего не купишь. Даже сейчас машину не купишь хорошую. Участку За 4 миллиона. Участку невозможно. Ничего не купишь. И 120 тысяч тенге. 40 лет он отдал свои здоровье, время, да? Молодость свою там отдал. Не надо здесь 40 лет, 1 год. Всего лишь 1 год. Поработайте, заработайте. Станьте миллионером. Если не получится, всегда вернетесь на свою работу, к своим детям, к жене, к мужу, к внукам. Всегда вас там примут. Ну, шанс 1 раз, попробуйте, вдруг получится. А почему бы и нет? У кого-то ж получилось. У многих, у 1000 людей получилось по всему миру. Индию возьмите, Филиппины. Они беднее нас живут. Еще хуже живут нас. На улицах живут люди. Вот филиппинец, да, он жил вообще там на полу спал, на газете спал. Сейчас стал миллионером. Включился в бизнес, все. За короткое время. Здесь легко подписывать людей. Здесь есть уникальная продукция, да, мы никого не обманываем. Столько результатов, людей с того света возвращает. Так, следующий вид бонуса называется розничные продажи. Я могу до утра, у меня историй много в жизни. Потому что я много через что прошел. У меня 2 банкротства было. Розничные продажи. Здесь у нас есть продукция, которая стоит $18. И розничная $28. Разница 10. Вот эти $10 компания распределяет по вот этой сетке, структурной сетке. То есть как это работает? Например, вы пригласили человека, он говорит, да, мне там деньги твои не нужны, я и так миллионер, но я хочу твою продукцию. Вы ему бесплатно даете ссылку, он по ней регистрируется бесплатно и покупает за $28. И тогда вам падает вот эти разницы $10. Да, и если еще ваша команда оборот совершает, то вы еще с оборота получаете эти деньги. Проценты определенные. Вот в этом году это актуально. Почему? Потому что у нас будет склад, будет офис центральный, привели, все, потратил, и сразу забирать эту продукцию. Следующий вид бонуса называется бриллиантовый пул, где компания берет 2% от всего оборота. Сюда входят все входы в бизнес, все активации, да, и все продажи продукции. Берется 2% и делится на всех бриллиантов. На сегодняшний день у нас 100 бриллиантов. Я в этом месяце и все бриллианты получили по $2200. Каждый месяц компания это делает. Каждый месяц делает. Каждый месяц делит на всех. Ну, я считаю это как премия. Здесь надо ставить бриллиант не для того, чтобы получать эти деньги. Видите, какие они, да? Вот, смотрите. Здесь 1880, здесь 17 тысяч. То есть самые большие деньги у нас все-таки на построение команды, а это как приятный бонус. Но надо ставить бриллиант для того, чтобы вот эти деньги, то есть
получать максимально 10 уровней, 15 уровней и 5 поколений. Для этого надо стать бриллиантом. А это вам как применение будет. Вы уже ее можете, там, например, на офисы, там, на поездки, да, свои тратить. То есть вот на это и можно как бы рассчитывать. Вот 7 видов бонусов, о которых я хотел рассказать.